Всем здравствуйте, меня зовут Михайлова Сарглана. Я являюсь магистранткой второго года обучения исторического факультета и учусь по программе двойного дипломирования совместно с Евразийским национальным университетом имени Гумилева в Астане. И за этим проектом Сочи Сириус лето мы следим с прошлого года, и в этом году мы решили принять участие. И вот набрали команду из 5 детей. Это вот девочки Яковлева Полина, Сусоева Виктория, Ярослава Березкина. Она является школьницей из Северного вуза, поэтому сейчас ее нет. И 2 мальчиков, Захаров Тимофей и Игнатьев Андрей. Наша тема называется «Еда и питание в этнографии народов Якутии», так как мы решили изучить национальные блюда наших народов и начать их сравнивать с другими народами, а также увидеть их пользу в бытовой жизни народов. Или представиться? Да, вначале представиться. Я являюсь руководителем данного проекта. Сарглана у нас наставник. Я руководитель, меня зовут Яковлева Капиталина Максимовна. Я кандидат исторических наук, доцент кафедры всемирной отечественной истории, археологии и этнологии исторического факультета Северо-Восточного федерального университета. Как уже Сарглан сказала, мы за проектом следили, даже, наверное, больше года. Как-то не решались участвовать, потому что, действительно, это нагрузка, и как на преподавателя, так и на студента самого, да, так как наши студенты, они, в данном случае магистрант у нас уже выпускного курса, лично сам руководит за научной деятельностью школьников, да, и, соответственно, конечно, это плюс нагрузка к образовательному процессу, тем более для человека, который находится уже на стадии выпуска. Но мы решились осенью, предложили тему по питанию. Я думаю, мы еще тему расширим, так как в этом году мы хотели, чтобы все народы Якутии были, но у нас как-то получилось так, что материал в основном по якутам в этом году, да, может быть, в следующем году мы расширим еще до народов, других народов, которые проживают на территории нашей республики. И да, мы провели параллели даже, да, вот у нас есть один проект по сходствам и общие особенности с казахской кухней есть, да, у нас проект. И также по некоторым элементам, допустим, польза в целом в сельском хозяйстве рассматривали лошадь, да, например, один проект был. Потом отдельно по кумысу идет проект. На самом деле, конечно, такие консультации для школьников каждый год мы даем, как преподаватели университета, да, а тут получается так, что мы этих школьников объединили, и мы хотим сделать в конце нашей работы некую такую, может быть, даже базу данных или как по блюдам, основные блюда якутской кухни. У нас такая задумка, получится, надеюсь, что получится. И это будет такой коллективный труд не только студентов, но и школьников, получается, да, такой И на самом деле программа Сириуса, мне кажется, очень полезна для ребят особенно, да, потому что некоторые дети, они не могут начать именно, хотят, но не могут, да, а тут, получается, они все вместе, они уже общаются, мы проводим практически, не каждую неделю, но каждые 2 недели зумы, да, проводим, у нас занятия идут, готовимся перед конференциями. Сейчас будем готовиться к большой конференции, «Большие вызовы», которые Сириус, к международной конференции. К международной конференции в Новосибирске, да, будем готовиться. Также еще готовим, получается, Тимофея к российской конференции, да, которой он был рекомендован по итогам конференции «Шаг в будущее». И для детей это, конечно, большой опыт. Они развивают свои какие-то компетенции, наверное, да, скиллы новые появляются. Также и для нас опыт, как для Сарглана, конечно, как научного руководителя и будущего научного руководителя. Для меня это интересно в том, что работать со школьниками совсем это по-другому, чем работать со студентами, да, и тем более живое общение именно со школьниками, наверное, для меня очень полезно тоже, я считаю. И хотела еще сказать, что
Ну, данный проект, он должен существовать, я надеюсь, он будет развиваться, и у нас еще в будущем, теперь мы планируем для наших детей публикации, Да. я думаю, они до этого уже доросли, и мы будем над этим работать, хотя бы чтобы по 1-2 публикации до конца года у ребят вышли. Я думаю, что им это тоже пригодится в дальнейшем, в будущем, даже, может быть, в будущем выборе своей профессии. Спасибо.